Curriculum vitae в переводе с латинского означает «путь жизни, хроника жизни». Так называются мемуары известной правозащитницы, московского писателя, киносценариста, журналиста, заслуженного работника культуры Якутии, почетного гражданина Усть-Алданского улуса Ираиды Самоновны Клеориной. Эта книга издана при поддержке и участии нашего музейного комплекса. Родилась Ираида Самоновна 16 марта 1915 года в Якутии. И когда исполнилось ей всего лишь 2 года, семья переехала в Харбин. Будучи дочерью политического ссыльного, 22 года, совсем молодой, она была осуждена и попала в тюрьму. И провела в тюрьмах и в ссылках долгих 20 лет. Чего она только не натерпелась за эти годы, и кем она только не работала в эти годы. Об этом она очень подробно пишет в своих мемуарах. Моя личная судьба, с молодых лет изломавшая мою жизнь, и все перенесенные несправедливости и невзгоды выработали мужество, терпение, принципиальность и смелость в отстаивании своих взглядов, нетерпение преднамеренного замалчивания исторической истины, искажения правды. Так в своей книге пишет известная правозащитница. Удивительно, но в истории Якутии, в которой она родилась и прожила всего лишь 2 года, она сыграла ничем неоценимую роль. Именно она, живя на инвалидной пенсии, все свое время и все свои силы тратила на восстановление светлых имен славных сынов земли Аланхо. Так она восстановила светлое имя первого революционера Константина Гавриловича Неустроева-Урсик, первого профессионального врача Петра Николаевича Сокольникова, выдающегося представителя первой якутской интеллигенции Василия Васильевича Никифорова-Кулемнир, устроителей автономии Максима Кировича Амосова, Платона Алексеевича Аюнского и многих-многих других. Твердо убежденная в том, что смысл жизни состоит в творчестве, случайно она нашла книгу о писании киносценария. Проштудировав ее, стала самостоятельно писать сценарии. Это сидя в тюрьме. Потом она отправляла свои сценарии в Госкино, и фабула и сюжет одного из сценариев были положены в съемку фильма «Сказание о земле сибирской». Потом она написала киносценарий о Николае Гавриловиче Чернышевском, которое стало фильмом «Шестидесятники». Вот таким она талантливым, одаренным во всем была человеком. В книге подробно описаны значимые исторические события тех времен. Так описаны революционные события 1917 года, описана гражданская война, описана эмиграция и реэмиграция, также репрессии и реабилитации. Поскольку Ираида Самоновна была очень начитанным человеком, с большим кругозором, она очень хорошо анализирует все эти события. И когда читаешь эту книгу, еще раз убеждаешься, что сильные люди с твердой убежденностью в своей правоте могут своротить горы. Им все по плечу. Эту книгу вы можете найти в нашем музейном магазине и прочитать ее.